Раз мы знаем, а мы это знаем, что все мы испытываем любовь, я надеюсь, сильную любовь к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. И раз установлено, что наши сердца хранят ее, разумно ли будет, что мы будем проходить мимо этих памятных дат, мест, вещей или чего-либо другого? Разумно ли будет предполагать, что эти памятные места и даты не затронут наши сердца, охваченные любовью? Разумно ли будет считать, что эта любовь не превратится в страстное желание и тоску по объекту нашей любви, в которого мы уверовали, но увидеть которого нам не посчастливилось? Разумно ли будет это, о люди? Нет. Это неразумно. Сильная любовь непременно должна охватить нас при наступлении того дня, когда родился посланник Аллаха, в день, когда Аллах известил, что делает его присутствие среди нас милостью для миров. О, субханаллах! Хорошо. В этих памятных местах и в эти памятные даты наши чувства приходят в волнение. Так может ли сильная любовь, бушующая в душе, может ли тоска, овладевшая сердцем, не проявляться внешне? Человеку будет трудно дышать от переизбытка этих чувств, если он никак их не проявит. Он должен непременно выразить их, должен освободить свое волнение, должен проявить свою тоску. И он может проявить их любым путем, которым пожелает. Может выразить их поклонением или чем-либо другим. Может выразить постом, как это делал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Он вправе выразить пыл своей тоски к пророку, алейхиссаляту вассалям, любым способом. Он может собраться с братьями, как сказал сподвижник. Давайте соберемся, чтобы укрепить свой иман. Он может встретиться с ними для чтения шамаиль, достоинств посланника Аллаха, алейхиссаляту вассалям, для чтения сиры, жизнеописания пророка, алейхиссаляту вассалям, для восхваления Аллаха, который направил к нам своего любимца, Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, в качестве посланника. Так он выражает пыл своего сердца и тоску своей души, которые пришли в волнение по причине этих памятных дат. В таком случае, о рабы Аллаха, мы вправе, хотя нет, даже не то, что мы вправе, мы просто не можем не выразить нашу тоску, овладевшую нашими душами по причине этих событий, связанных с нашим пророком, саллаллаху алейхи вассалям, выразить ее любым путем, которым будет доволен Всевышний Аллах. Однако крайне важно, чтобы этот способ не был из числа тех, которые противоречат шариату Всевышнего Аллаха.